Доброе утро, друзья! Сегодня я работаю в Москве, но считаю это не повод отменять наше с вами еженедельное общение. Предлагаю сразу приступить к новостям ушедшей недели. Давайте начнем с Дня открытых дверей, который прошел на Ижевском автозаводе 16 декабря. Поводом для праздника послужил выпуск 5-миллионного автомобиля. Юбиляром стала модель Lada Vesta Cross. Я почему специально акцентирую на этом внимание? Потому что, безусловно, большого количества позитивных комментариев. Были такие странные вопросы или даже, скажем так, высказывания относительно Ижевского автозавода, автомобилей, самого мероприятия. В таком формате «доколе» или «все пропало» и так далее. Я хочу обратить внимание на то, что Ижевский автозавод, как и многие предприятия республики, это современные, конкурентоспособные предприятия, суперсовременные предприятия. Все, кто был 16 декабря, смогли в этом убедиться. Но что самое главное, вы когда какие-то пишете комментарии, особенно рассуждаете на тему эффективности, немножко глубже вникните в справку о предприятии. Тысячи рабочих мест, то есть тысячи людей, тысячи граждан получают достойную заработную плату и достойные условия труда. Это первое. Второе. Ижевский автозавод является экспортером. Мы экспортируем автомобили. Автомобили занимают лидирующие позиции по продажам в России. Завод крупный налогоплательщик. Налогоплательщик — это означает, что деньги поступают в бюджет и расходуются они, естественно, в первую очередь на выполнение социальных обязательств республики перед гражданами, на строительство, ремонт социальных объектов, инфраструктуру, на доступность спорта для детей и так далее, и так далее. Поэтому это не просто автомобиль российского производства. Это еще и достаточно крупное, современное, эффективное предприятие. И повторюсь, самое главное, там работают люди, тысячи людей, которые получают хорошую заработную плату. Дальше, что было на этой неделе? К Дню Конституции 12 декабря я учредил премию признания. Во время своих поездок по республике много очень мне говорили о том, что вот у нас есть достойные из разных сфер жизни граждане, которых, конечно, стоит чаще отмечать, чаще как-то награждать. Собственно, эта премия – это есть результат таких ваших обращений. Вот первые номинанты премии признания, фактически они сформированы в общении в социальных сетях, в поездках по республике. Я еще раз напомню, кто это. Конечно же, трудовой коллектив концерна «Калашников», сельхозпредприятие «Колос» Воложского района, одно из самых эффективных сельхозпредприятий в республике, уникальный рыбхоз «Пихтовка» Воткинского района, Федерация скандинавской ходьбы Удмуртии. Кстати, ребят, еще раз хочу поздравить, молодцы, проактивная позиция, получили грант президента, будем продолжать поддерживать федерацию. Женский волейбольный клуб «Италмас» ИжГТУ, детский театр танца «Розовый слон» и Глазовский муниципальный театр «Парафраз». Это что касается премии признания. Важная новость. С 2018 года разрешение на строительство в Ижевске и Завьяловском районе будет выдавать Минстрой Удмуртии. Законопроект был рассмотрен 13 декабря на сессии Государственного совета республики. Собственно, изменения касаются разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строения, нуждающихся в экспертизе. Данная мера – это реакция на многочисленные ваши жалобы, где вы перечисляете случаи нарушений при выдаче разрешения на строительство без правоустанавливающих документов на землю, без учета зон и так далее. Собственно, передача полномочий данных с муниципального уровня на республиканский, безусловно, улучшит качество
обслуживания, а также сократить сроки ожидания и количество процедур. Понимаете, у нас город навыдавал в свое время разрешений, а по итогу отвечает в любом случае глава. И меры по устранению тех или иных нарушений, они все равно, значит, в ответственности главы. Ну, так раз вот глава у нас, собственно, как и должно быть, за все отвечает, ну, по крайней мере, по стройке, тогда мы ситуацию берем под контроль, чтобы у нас случайным образом не вырастали какие-то точечные, не появлялись точные застройки непонятные. Поэтому вот такое решение мы приняли, ну и, собственно, благодарен я депутатам Государственного совета, которые поддержали это решение. Дальше. В воскресенье у нас стартовала Ижевская винтовка, наша легендарная Ижевская винтовка. К сожалению, в настоящий момент мы проводим только мужскую часть, это мужчины и юниоры. Женское соревнование перевели в Пермский край, Чайковский, но мы постарались и стараемся, соответственно, сделать такую перезагрузку, сделать более качественное соревнование, в первую очередь для зрителей, чтобы вернуть уже в следующем году и женские старты. 17 декабря прошли эстафеты, было очень зрелищно, я благодарю всех болельщиков, которые пришли поддержать, организаторов Ивана Черезова, Наталью Гольцову, Министерство спорта. Я считаю, что мы сделали достойное мероприятие, было более 1000 болельщиков. Ну а на соревновании принимают участие 174 спортсмена из 27 регионов нашей страны. И, кстати, в юниорской эстафете сборная Удмуртии, команда Удмуртии заняла в юниорской эстафете 3-е место. Коль мы про спорт коснулись, есть несколько вопросов. Я вот здесь выписал себе те, кто мне писали в социальных сетях. Прям сразу пробегусь по ним. Кирилл Емельянов, да, по-моему, во ВКонтакте писал мне справедливо о том, что нужно развивать любительский спорт, как его развивать, если дорогая аренда спортивных объектов. Кирилл, категорически вас поддерживаю. Вы напишите в личном сообщении свой телефон, либо мне, либо министру Наталье Гольцовой, и, соответственно, к телефону какую-то там тезис, аннотацию, что вы хотите, собственно, сделать. Если это в наших силах, будем поддерживать. Безусловно, спорт высших достижений – это важная составляющая работы правительства Удмуртской Республики, но еще более важная составляющая, она такая фундаментальная, это значит, развитие детского спорта, развитие любительского спорта, развитие инфраструктуры для детей и для любителей. Поэтому такие сообщения меня особенно радуют. Кирилл Емельянов, ждем от вас конкретных предложений. Наталья Семенова, несколько было сообщений про Ижсталь, значит, хоккейный клуб, по многие другие профессиональные клубы. Ну вот Наталья Семенова, еще несколько человек меня спрашивают, когда будет новый руководитель, соответственно, хоккейного клуба Ижсталь. Мы сейчас ведем эту работу, мы готовим серьезную перезагрузку команды, наверное, в январе представим свои планы, пока не буду торопиться, но точно понимаем, что, конечно, хоккейный клуб Ижсталь – это, ну, можно сказать так, ключевой, значит, профессиональный спортивный клуб, и мы должны чуть по-другому к этому относиться. Я думаю, что мы представим такой действительно новый интересный план работы и с болельщиками в первую очередь. У нас есть уже пул партнеров, которые готовы поддержать команду в следующем сезоне. А пока, как я и говорил, но продолжают задавать вопросы. До всех профессиональных клубов, у которых была задержка по разным причинам финансирования, мы деньги довели. Полностью этот год финансирование закрыт. В следующем году мы выделили средства. Ну а с каждым клубом в течение первого полугодия следующего года будет проведена отдельная работа, и все планы мы представим. Марат Белокрылов мне написал, что бросайте все,
приезжайте в среду в 14:00, финал первенства города Ижевска по хоккею детей 2005-2006 года рождения в Ледовый дворец молодежный. Марат, бросить все не могу, но еще раз готов проанонсировать для тех, кто может все бросить и к вам приехать. В 14:00 в Ледовом дворце молодежный финал первенства города Ижевска по хоккею среди детей 2005-2006 года. Да, спорт, наверное, что-то еще было, но основное я про спорт уже сказал. Теперь давайте перейдем, соответственно, к вопросам. Алиса Цехнер. Извините, если я ударение неправильно ставлю. Спасибо большое за замечание, за вопрос. Уборка снега с крыш домов. Я уже поставил задачу, и на этот вопрос внимательно посмотреть. Действительно, мы сейчас, конечно, акцентированы на уборке улиц, но вот этот вопрос тоже крайне важен. Что касается уборки улиц, дорогие друзья, в общем, вспоминая прошлый эфир, я попросил активнее участвовать, соответственно, с точки зрения общественного контроля, присылать материалы, фотографии тех мест в городе, где снег не чистят. У нас прошли большие снегопады, я считаю, что преимущественно город и подрядчики с задачей справились, но тем не менее у меня есть нарекания и у вас. Пока больше льется такой беспредметной критики, собственно, обо всем и ни о чем. Те сюжеты, те фотографии, те адреса, которые были указаны, соответственно, по ним оперативно реагируют, и мне докладывают и председатель правительства Семенову Ярославу Владимировичу, лично мэр города Тюрин. Для нас очень важно, чтобы этой зимой город был, соответственно, чистый и более привлекательный, не только для туристов, а в первую очередь для жителей Удмуртии и города Ижевска. Поэтому будем признательны, если вы более активно и конструктивно эту тему будете комментировать и вести. И в этой же связи много вопросов задаются, когда будет город украшен. Я не хочу на себя брать все, так сказать, функции и градоначальника тоже, поэтому Юрию Александровичу Тюрину прошу в ближайшее время в эфир выйти и по всем городским вопросам, кстати, их много относительно города у меня в социальных сетях, по всем вопросам, в том числе по новогодним украшениям, соответствующие комментарии гражданам дать. Далее, много вопросов, касающихся пособия до 1,5 лет за рождение первенства, прям очень много вопросов. Я вкратце прокомментирую, но уже поручил Анастасии Александровне Муталенко, заместителю председателя правительства, который курирует социальный блок, просто внимательно через все средства массовой информации, в эфирах, в социальных сетях дать подробную информацию о тех нововведениях и изменениях, которые касаются и этой темы, и многодетных семей, чуть позже коснемся. Итак, вкратце, по решению президента новые меры поддержки семей будут действовать в стране с 2018 года. 8964 рубля – это ежемесячная выплата за первенство в Удмуртии до 1,5 лет. Право на выплату получат семьи со средним душевым доходом, не превышающим 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Удмуртской республике за второй квартал 2017 года, то есть 14 202 рубля на каждого члена семьи. Документы на выплату будут принимать в территориальных органах соцзащиты. Порядок и перечень документов, которые нужно будет собрать в ближайшее время, определит приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Вот. Но еще раз повторюсь, отдельно, очень подробно мы по этой теме вам будем докладывать, соответственно, всех глав муниципальных районов и городских округов, органы социальной защиты просим максимально открыто и разъяснительную работу проводить. Это важнейшее решение президента. Поскольку вопросов много, значит, мы как-то не так, соответственно, доводим информацию.
Скажем, не только немного, но повторяющиеся вопросы про бродячих животных я тоже это все-таки передам чтобы ответили соответствующие министерства, и в частности здесь пишут про город. Юрий Александрович Тюрин на этот вопрос подробно должен ответить. Так, много вопросов по теме многодетные семьи. И в сельских районах отдельно почему-то вопрос. И справедливые есть вопросы по предоставлению земельных участков, а вернее, земельные участки предоставляют, но отсутствует коммуникации и так далее, и так далее. 40 минут не хватит, чтобы на все из них ответить, но мы все вопросы соберем. Тут есть вполне конкретные, вы задаете. И опять же, Анастасия Александровна Муталенко должна подготовить, провести серьезную работу, провести так называемую инвентаризацию, какие у нас меры действуют, какие нет, где у нас действительно имеется место нарушения или, скажем так, профанацию. Вот по некоторым эпизодам просто, если это действительно так, когда вот предоставляют участок в чистом поле, а там больше ничего нет, но это, конечно, не выполнение законодательной нормы, поэтому по многодетным семьям однозначно еще раз вернемся к этому вопросу с более подробным таким анализом, что получается и чего нет, и еще раз повторюсь, по конкретному каждому вопросу ответим. Продолжаются вопросы по аварийному жилью. Давайте я еще раз напомню, друзья, коллеги, программа по переселению граждан из ветхого аварийного жилья закончилась 1 сентября 2017 года. В Удмуртии такой последний крайний объект по этой программе будет приниматься в конце декабря в городе Глазове. Беспрецедентная программа, которая была принята по решению президента Владимира Владимировича Путина. Беспрецедентная, потому что ни в одном государстве, собственно, такого подхода нет, о том, чтобы бесплатно предоставлялось жилье взамен ветхого аварийного. Республика успешно справилась с этой программой, но, конечно, проблема ветхого аварийного жилья у нас, мягко говоря, не снята. То жилье, которое признано аварийным после 2012 года, сейчас это около 700 объектов, 700 домов. Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо практически вдвое бюджет, миллиарды рублей. Сейчас, конечно же, у республики таких средств собственных нет. Но мы в 2017 году попробовали реализовать муниципальную программу, в частности в городе Сарапуле. И нам удалось. 22 декабря я буду в Сарапуле и посмотрю условия, которые мы предоставляем людям. Но по моей информации получилось все там хорошо. И сейчас мы прорабатываем возможность реализации муниципальных программ в Кизнерском районе, Глазов и Гринский район, может быть, еще в Ижевске, соответственно. Пока не можем мы это анонсировать, потому что надо подкрепить соответствующими финансовыми ресурсами, но положительный, позитивный опыт Сарапула нам подсказывает идти таким путем. Но я хочу сразу вас проинформировать, что это не федеральная программа, это те механизмы, которые ищет и разрабатывает республика, это будут муниципальные программы, и не все жилье мы будем предоставлять бесплатно. Дабы у нас не возникало спекуляций по этой теме, мы действительно должны, как и в Сарапуле было, организовывать независимые комиссии, которые будут определять, собственно, тех, кому действительно
необходимо бесплатно предоставлять жилье, а частично мы будем через соответствующие там сертификаты предоставлять эти сертификаты, и граждане должны будут тоже поучаствовать в улучшении жилищных условий. Но об этом отдельно. Сейчас мы прорабатываем тему подобной реализации проекта в Глазове. Там тоже достаточно остро стоит проблема. В общем, тема у нас, к сожалению, это надолго, поэтому будем вас своевременно информировать. Еще одна такая тема навсегда, наверное, дороги. В частности, Степан Бербеца, еще раз извините, если ударение неправильно, спрашивает подробнее о сельских дорогах. Я как раз работаю в Москве, в том числе по этой теме. Завтра встречаюсь с Министерством сельского хозяйства, чтобы нам утвердили те 18 участков дорог, которые мы будем в 2018 году строить, ремонтировать с участием федерального бюджета. Чуть позже, когда нам утвердят эти 18 объектов, 18 участков дорог, мы, естественно, публично, открыто о них проинформируем. Но, Степан, спасибо за вопрос. У нас самая острая проблема, конечно же, не с дорогами ни в Ижевске, ни в городах. Самая острая проблема с сельскими дорогами. Напомню, в республике как минимум 62 участка непроезжих дорог. Что такое непроезжие дороги? Это осенью и весной, порой даже на спецтехнике МЧС невозможно доехать до населенных пунктов. И несколько десятков школьных маршрутов, на которых мы фиксируем остановку школьного автобуса во время движения. Поэтому я поставил задачу правительству Удмуртии, и сейчас ведется очень большая работа, привлечь небюджетные средства, речь идет около 2 миллиардов рублей, для того, чтобы в 2018 году вот эти все участки непроезжих дорог, ликвидировать, отремонтировать их, в некоторых ситуациях просто заново отстроить, потому что это самая острая наша проблема. И вообще, конечно, по сельским дорогам у нас процент нормативного состояния очень низкий, меньше 44%. Не только в 2018 году, но и в 2019-2020 мы будем, безусловно, делать на этом акцент. Но если мы сможем справиться с задачей ликвидации непроезжих участков дорог и ремонт их, то мы существенно изменим ситуацию. Здесь иногда критика звучит, что, мол, зачем строить дорогу туда, где, собственно, один человек живет. Но, во-первых, по большей части, дороги эти ведут к населенным пунктам, где проживают много людей. Возьмем Старые Зяцы, 1800 плюс, Сергино, Болезинский район, 2000 человек. Ну и, собственно, не только про это еще и про экономику, потому что на населенных пунктах этих работают предприниматели. Конечно, по бездорожью довести молоко, все понятно. Поэтому вообще мы хотим сделать, конечно, сейчас поставленная задача на 2018 такой год дорог. Вы знаете, что мы успешно реализовали президентский проект «Безопасные и качественные дороги» и получаем в 2018 году на 750 миллионов рублей больше. Сейчас идут открытые обсуждения по тем участкам дорог в Ижевске и в радиусе 100 километров вокруг Ижевска, обсуждения с сообществом, с вами, какие участки наиболее такие острые, которые мы должны в первую очередь включить в ремонт. И я думаю, что в январе-феврале мы вас подробно проинформируем о тех конкретных улицах и участках дорог населенных пунктов, которые мы будем, соответственно, ремонтировать. Далее, много вопросов про вывоз мусора, и в частности про полигоны, Сарапуле и, по-моему, Игра. Да, в Игре. Ну, смотрите,
Мы этот вопрос держим на контроле. На сегодняшний день отходы от населения предприятий города Сарапула и Сарапульского района вывозятся на полигон ТКО, принадлежащий ему ритуальные услуги. Предприятие имеет лицензию на деятельность по размещению отходов, срок которой истекает 1 января 2019 года. Полигон как объект размещения не включен в государственный реестр объектов размещения отходов по ряду причин, в частности из-за отсутствия необходимой документации. Размещение отходов на объектах, не включенных, соответственно, в этот реестр, запрещено законодательством. Значит, как вы знаете, летом на выездном совещании было принято решение рекомендовать владельцу действующего полигона обратиться в суд и обжаловать решение о невключении в этот реестр и использовать, собственно, все законом предусмотренные механизмы для продления лицензии. Если необходимо содействие с моей стороны, мы готовы здесь поучаствовать. Но помимо этого были рассмотрены несколько участков около сел Смолино, Петровка, Лагунова. Очень много комментариев, практически не то, что практически все эти места для полигонов были отклонены в силу того, что встретили очень серьезное, так сказать, сопротивление со стороны граждан. У нас были пикеты, массовые обращения ко мне. Мы это, безусловно, учитываем, поэтому пока все эти места мы, значит, отклоняем для размещения полигона. Сейчас поработаем над тем, чтобы имеющийся полигон, соответственно, включить в реестр и продлить лицензию. Так. Да, то же самое у нас, ну не то же самое, другая несколько проблема в городе Игра, и не только в Игре, мы во многих населенных пунктах, когда выезжали, встречались с этой проблемой, о том, что, соответственно, баки мусорные убрали, а за вывоз мусора там из 20 домовладений платят только два домовладения. С 1 января 2019 года, вы знаете, будет единый порядок, будут единые тарифы разработаны, все обязаны будут платить. Но вот сейчас ситуация, она такая, какая есть. Я попрошу в ближайшее время Ярослава Владимировича Семенова, председателя правительства, обобщить все вопросы, и еще раз их сотни по всем населенным пунктам, и еще раз объяснить, какие правила вводятся с 1 января 2019 года, соответственно, и по Глазову, по Сарапулу, по вот таким спорным объектам, еще раз дать пояснение, соответственно, что мы здесь можем сделать в ближайшее время. Давайте, еще несколько вопросов есть, еще есть немного времени. Много у нас вопросов по различным объектам спортивной инфраструктуры. Сюмсинский район, Сюмси, были летние спортивные игры, буквально десятки сообщений. Я в январе туда обязательно приеду и внимательно посмотрю действительно на объекты, которые вот, собственно, этим летом были сданы в эксплуатацию, проведены сельские спортивные игры. Но есть еще и другие вопросы. Например, Константин Чумарев мне пишет о том, что ходил сегодня открывать лыжный сезон на базу «Снежинка». Спустя 43 года после первого похода на лыжню ничего не меняется. Таких вопросов много по всей республике. Ну, по поводу лыжной базы «Снежинка» находится, как мне сказали, на балансе Ижевского радиозавода. Поговорим с руководством, чтобы они обратили внимание на, если это действительно их имущество, на его содержание. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы спортивная инфраструктура для жителей такой вот шаговой, тем более доступности, была в достойном виде и комфортной для использования. Мало того, у нас в планах некоторое количество новых, в том числе лыжных трасс и, безусловно, освещенных. Поэтому, Константин, спасибо за вопрос. Постараемся оперативно, соответственно, отработать, но вообще по спортивной инфраструктуре для любителей и, главным образом, для детей у нового министра Натальи Гольцовой это приоритетный пункт в работе. Создается впечатление в силу того, что много было
много было эмоций вокруг профессиональных наших клубов, что мы занимаемся только профессиональным спортом. Ну, конечно же, нет. Вспомните 21 ноября, когда мы представляли календарь событий Удмуртии 2018 года, мы подписали соглашение с группой компании «Нефтиса». В Удмуртии работает предприятие из этой группы «Белкомнефть» на 150 миллионов рублей ежегодно на детский хоккей, на инфраструктуру для детского хоккея. И уже в 2018 году в Можге мы начнем ледовый дворец строить именно для этих нужд. Поэтому инфраструктура спортивная для детей, для любителей, для нас, безусловно, в приоритете. Мы подписали соглашение с Мегафоном, и здесь был ряд интересных сообщений, конечно, таких немножко странных. Это говорит о том, что не всегда люди, так сказать, погружаются в предмет. Почему бюджетные деньги тратятся на непонятную инфраструктуру для конкретного оператора, где же свободная конкуренция? Мне кажется, это просто отмывание денежек конкретными министрами или замминистрами для отвода глаз. Это любимые формулировки, вот такие попадаются. Непонятно, о чем идет речь, но дай-ка отожгу, значит, кто-то что-то сразу отмывает. Но мы действительно 8 декабря подписали соглашение о намерениях по развитию цифровых услуг в регионе с компанией «Мегафон». Значит, дорогие друзья, все очень просто. Вот давайте на конкретном примере. В 2017 году Мегафон вложил 50 миллионов рублей в наш совместный проект по развитию мобильной связи в селах. Республика со своей стороны добавила 10 миллионов рублей. 10 и 50. В итоге 10 тысяч человек получили мобильную связь. Это жители небольших сел и деревень. Рынок открыт для всех операторов. Но с этой инициативой, именно с инициативой, мы провели переговоры со всеми. Я выезжал по республике, одна из серьезных проблем – это доступность интернета и мобильная связь. Мы провели со всеми переговоры, и только Мегафон откликнулся на наше предложение. Почему? Потому что, во-первых, это сотовый оператор, это коммерческие компании, и они, безусловно, принимают решения, исходя из того, выгодно им это или нет. Мегафон поступил в этой ситуации чуть-чуть по-другому, это фактически такая социальная, по сути, нагрузка, и вот поддержал нашу инициативу, мы реализовали такой проект. Для всех сотовых операторов рынок открыт. Выходите на глав муниципальных районов, на правительство Удмуртской республики, предлагайте свои инициативы, и мы готовы их поддержать, если они, опять же, будут такого формата. Поэтому тот, кто писал, не совсем разобрался в вопросе. Значит, республика, повторюсь, существенно меньшую часть вкладывает в развитие мобильной связи, в частности, с соглашением с компанией Мегафон. Медицина тоже тема очень важная и острая, постоянно звучащая в социальных сетях. Сарапульский роддом обращаются с конкретной ситуацией по действиям главного врача. Мы разбираемся в ситуации. Соответственно, будет уже задача поставлена Минздраву республики, будет проведена служебная проверка, и во вторник комиссия будет работать на месте. Ситуации конкретной по оборудованию роддома мы, значит, разберемся и вам доложим. Театр Короленко, Александр Николаевич Верещагин. Не мог не затронуть этот вопрос. Проезжал на трамвае в центре, там вместо остановки театра имени Короленко объявили центральную мечеть. В детстве не раз ходил на представление в данном театре, потом его закрыли. Очень жаль, что ситуацию с ним так и не решили, а наоборот. Видимо, хотят стереть из истории данную достопримечательность. Уважаемый Александр Николаевич, ничего мы стирать не будем. Наверное, уже в 20-й раз повторюсь, что еще весной на встрече с общественным движением Удмурткенеш мы приняли решение совместное о том, что этот памятник, собственно, архитектуры будет жить, и не просто жить, в нем будет располагаться Центр удмуртской культуры. Мы проектируемся, в 2018 году должны закончить проектирование, и к столетию государственности Удмуртии мы намерены закончить все работы. И у нас такое же желание, как и у вас, сохранить этот объект, и чтобы он, собственно, функционировал. Повторюсь, там будет Центр удмуртской культуры.
Ну, собственно, наверное, по вопросам таким все. Есть еще несколько анонсов. Я повторюсь, 22 декабря мы работаем в Сарапуле, где посмотрим как раз-таки 16 квартир для переселения, в которые будут переселены граждане из ветхого аварийного жилья. 23 декабря у нас в субботу завершение нашей ижевской винтовки. Будет спринт среди юниоров, но будет еще, ну, на мой взгляд, такой уникальный старт. Мы впервые пройдет любительская гонка. То есть вот все, кто с диванов критикуют наших спортсменов, мол, куда ты стреляешь, стрелять не умеешь, вот, пожалуйста, регистрируйтесь. 3 круга по 1,5 километра с 2 специализированными огневыми рубежами. У вас есть шанс попробовать свои силы, собственно, в биатлоне. 24 декабря стартует международный лыжный марафон имени Галины Алексеевны Кулаковой. Мы ожидаем более 1000 спортсменов. Марафон пройдет на базе спорткомплекса Чекирилл. В программе дистанции 10, 30 и 50 километров. Для детей есть дистанция. Да, я тоже постараюсь надеть лыжи и за оставшееся время научиться на них, в общем, кататься, и приму участие. Однозначно будет еще эстафета 3 по 10 километров. В общем, собственно, 23 и 24, суббота и воскресенье, будут спортивные праздники. Передвижной медицинский комплекс, который работает очень эффективно, и мы сейчас думаем о том, чтобы покупать еще один подобный комплекс. Будет работать в Кизнерском, Можгинском и Волжском районах в соответствии с графиком. Вот, собственно, наверное, все, дорогие друзья. Всем хорошего настроения, берегите себя и встретимся, наверное, в следующий понедельник. Спасибо.